вообще занялась гончаркой с 18 года. Я университет закончила и стала работать. Года два работала и преподавала. Но так сложились обстоятельства, что пришлось уйти с работы. И мне хотелось что-то свое А на открыть. кого учились? Я вообще графист. Ага. Я графический дизайнер, и мне моя профессия помогла тем, что я создавала свой логотип и все последующие визитки за счет того, что я что-то знаю по графике. И спасибо педагогам могу. Вот, и когда я уже ушла с работы Сухуми, мне в любом случае надо было что-то свое. Нам повезло, что у нас дом, и я могла приспособить какое-либо помещение под мастерскую. Весь ремонт и все, что здесь находится, я сделала собственными руками, потому что ждать кого-то и просить, понятное дело, можно, но ждать, я не могу ждать. Мне нужно это сразу, нужно быстро, и вот около полугода я делала ремонт. Мне родители помогли с покупкой печи. И уже в дальнейшем все оборудование я покупала на те средства, которые я зарабатывала на ярмарках. И, грубо говоря, можно сказать, что мое производство окупается, и с помощью моих работ я вот понемножку покупаю себе в мастерскую различные инструменты, само оборудование, массы и вот глазури. Я благодарна родителям, что они меня не сковывали в какую-то определенную рамку, чтобы я, грубо говоря, занималась определенным делом в том плане, что я закончила графику, и именно по графике я работала. Но тут так сложились обстоятельства, что моя мама очень творческая, папа тоже очень творческий, и очень спокойно к этому отнеслись, что я занимаюсь не по профессии, а именно вообще в другую ветку ушла и работаю вот с керамикой. То есть бездельницей они вас не называли, Нет. как это принято. Если ты Бездельницей занимаешься нет. творчеством, то это, такое безделье, вот зачем оно тебе надо, денег это сильно много не приносит и все Согласна, такое. да. Творчество. Таких разговоров не было со стороны Нет, родителей. абсолютно не было, потому что они сами через плюс-минус это прошли и спокойно относятся к тому, что я поменяла свою профессию. И они в дальнейшем уже видели, что профессия дает какую-то прибыль, и как бы меня не ограничивали абсолютно. Сабина, по сути, вы человек творческий, поэтому вы не пришли из какой-то другой среды и так вот в одно мгновение не начали заниматься творчеством. Я понимаю, что графический дизайн, то, чем вы сейчас занимаетесь, это абсолютно разные Да. вещи, и тем не менее, наверняка был тот самый потенциал, и вот это ваше творческое мышление, подход к делу, какое-то нутро свое, оно взяло все-таки вверх. Ну, это же тоже не просто так. Этим навыкам нужно было обучиться, где-то получить какой-то опыт, и однозначно что-то сподвигло. Что это было, когда это было, как это случилось? Что было в 2018 году? Давайте так. Я не знаю, можно ли назвать вообще меня творческим человеком, но я себя к этому не отношу. Просто, не знаю, это мое видение, как я себя ассоциирую вообще с творческими людьми. Как я вообще пришла к керамике, если... Очень самокритично сейчас звучало. Я вообще самокритичная вообще сама по себе. Если просто углубиться, да, я бы вообще никогда не подумала, что я с керамикой буду работать, и я найду свое дело именно в керамике. Где-то в 18-17 году мы на третьем курсе проходили практику. Нас отправили в студию «Артель», если слышали. Да, конечно. И там различные сферы, которые именно делили наш графический курс, чем мы могли заниматься. И одним из этих вот дел, которые они нам показывали, помимо того, что они печатали, они работали с деревом, с керамикой и различные сферы, вот как раз они нас познакомили с керамикой именно с литьем. У них были формы, у них стоял свой круг, они сами собирали его. И вот как-то потихоньку мы стали узнавать, и я начала интересоваться, можно ли как-то в дальнейшем, после того, как я закончу, как-то начать работать у них, либо же какую-то практику пройти. Все было обговорено словесно, и в дальнейшем, когда уже я закончила курс, мне позвонили и меня взяли на работу. Это просто, знаете, такая случайность, потому что после окончания мало кто сразу находит работу. Надо искать и где-то себя проявлять. А тут, мне повезло, я могу в этом плане утвердить. Вот. И директор Даургумба мне выделил помещение,
Я вообще была ноль в керамике, я вообще ничего не знала, просто мне нравилось, и вот он мне разрешил. Работала на его гончарном круге, который они собрали сами, там же на работе. Когда ты не знаешь, как с этим работать и какая должна быть, какой должен быть подход в этом плане, ты просто работаешь на интуиции, на интуитивно. Я стала лазить в интернете, я находила разные видеоролики, пыталась как-то делать так, как показано на видео. Ну вот я могу уверенно сказать, что я научилась этому сама, с Мгм. нуля. То есть А на работе не было возможности от кого-то поучиться, получить какой-то опыт? нет, там нет. Они занимались керамикой именно литьем, Да. а именно с гончаркой никто из Мгм. них не работал. У них он стоял, но они так, как, знаете, захотели, попробовали, не получилось, и немножко как бы забросили, грубо говоря. И в дальнейшем, когда я уже набила руку, когда я уже знаю какие-то определенные последовательности, как работать с ней, какая должна быть масса, как она себя ведет, он мне купил другой круг, и я уже понимаю, какая разница между самодельным и уже покупным. Мы работали с различными массами, именно с местными массами, и в работе именно с кругом наша местная масса очень замечательно себя ведет. Настолько, я вот сколько я пробовала глин, наша вот именно в работе с кругом, она просто превосходная. У вас мастерская, она такая небольшая, но компактная, все на своем месте, каждый уголочек задействован, насколько я вот вижу, по крайней мере. Хотелось бы немножко прогуляться по ней, и чтобы вы нам рассказали, где что расположено, и что в какой последовательности используется, вот что самое важное. Вначале, как я изготовляю посуду, ну, я работаю с гончарным кругом, Мгм. вот вы видите его. У меня какое-то время стоят работы в сыром виде, они подсыхают, я их обтачиваю специальными инструментами, и уже когда работа подсохнет, вот вы Мгм. видите на данный момент стеллаж уже с сухой посудой, но не Мгм. обожженной. Внизу посуда, вот, которая белая, это вот она прошла первый обжиг, и в Мгм. дальнейшем она будет глазуроваться и будет такой глянцевый эффект, который уже впоследствии вы видели. Вот, ну, типа вот этого. Надо отметить, что ваши работы отличаются таким собственным стилем. У вас есть там свой подход, даже, мне кажется, вот, там вишенки, цветочки. Вот, и мне кажется, я вот среди тысячи узнаю ваши работы, и всегда очень прикольные какие-то надписи придумываются. И с одной стороны придумываются, с другой стороны вы используете какие-то актуальные Да. фразы, которые все-таки вот в обиходе. Вот как вы к этому пришли? Есть ли такой запрос или это то, что вы сами предлагаете людям? Я, когда начала работать с керамикой, у нас не было какой-то определенной глазури или глины, потому что я к этому приходила сама, и Мгм. когда уже развиваюсь, уже понимаю, что можно использовать в плане росписи, и первыми, по-моему, моими кружками были вот кружки с вишенками, это был старт, и в дальнейшем, когда я уже увидела, как краска передается на белом фоне, Мгм. и передача очень яркая, мне вот хотелось именно яркости в цвете. Что-то такое приглушенное, немножко не по мне, хотя не видно. Вот, что-то хочется яркое, но если рассматривать саму форму, форма, я бы не сказала, что она у меня очень сложная, она прямая, очень простая. Вот именно если затрагивать форму посуды, Мгм. мне нравится что-то простое. Именно в простоте мне нравится вот ее красота. Вот для меня красиво, когда просто. Мгм. А в дальнейшем, когда я уже хочу что-то яркого, я вот делаю что-то вот такого рода, что передает именно, ну, вот что-то веселое хочется. Потому что, мне кажется, сейчас и так все такие грустные, В каком озлобленные. настроении что-то веселое вы творите чаще всего? Сейчас у меня упор именно на фрукты, какие-то Ага, цветы, вот цветопередача. А если затрагивать кофейные кружки? да. Если затрагивать чайные, на данный момент сейчас я внесла вот такого рода надписи, а, ж- потому что это, мне кажется, актуально. Первоначально я делала что-то такого рода, это вот изображение каких-то либо эмоций, потому что Мгм. я сама по себе не очень веселый человек, и вот хочется
вот вроде примитивно, вот в плане работы, да, знаете, у меня были надписи «не хочу на работу», потому что, мне кажется, это всем свойственно, и мне вот хотелось передать именно вот это настроение в плане Мгм, мгм. работы, либо же веселья, что всем хочется спать, что никто не хочет куда-то идти, а потом уже стала вносить вот надписи, которые тоже актуальны на данный момент. Мне этот мир абсолютно понятен. Да, Я здесь ищу только одного покоя, да, вот. умиротворения. Да, это все очень актуально, что уж тут скажешь. Это пользуется спросом. Да, как раз. Среди кого? Ну, чаще всего. Вот, мне кажется, девчонки Да, девочки в более основном частые покупатели. молодежь, да, вот они берут в подарок либо себе. Я когда вот стала именно в таком роде подавать кружки, я очень сомневалась, пойдет ли это вообще как-то Мгм. понравится, не понравится. Первоначально, когда у меня были фрукты, цветочки, это было вроде так пастельно, нежно, плюс-минус я знала, что это кому-то понравится. А именно с надписями было так, ну, потихоньку подходило, экспериментально, но как вижу, что люди это оценили, я буду в дальнейшем как развиваться и Мгм. что-то вот давать актуальное, которое понравится дальнейшим То, людям. что касается цветочков вишенек, вишенки, все понятно. Ну, как бы это тема девочек Да, однозначно. А что конкретно для ребят у вас? Ну, делаете ли вы вообще упор на на мальчиков. мальчиках вообще? Когда я работала с глазурями цветными, там можно было как-то поэкспериментировать, темные цвета, что-то свое Мне добавить. кажется, это тоже актуально для Сейчас, да, ребят. вот именно, кстати, тематика со словами сейчас плюс-минус к мальчикам тоже относится. Но если затрагивать весь мужской коллектив, с ними очень сложно, сложно сделать такое, чтобы им понравилось, и чтобы, когда человек посмотрел на посуду, Мгм. сказал, вот это мужчине подойдет. Но сейчас я немножко отошла от этого, не из того, что я не хочу делать, просто женский коллектив у меня в приоритете, и Девочки, он вам респект надо. да, вот, и я стараюсь делать Мгм. что-то такое среднее, чтобы и мальчикам, и девочкам понравилось, но сейчас у меня преобладают Мгм. именно цветочки в именно кофейном плане. Что могу сказать? Обращаемся непосредственно к девочкам. Сабина очень старается для вас, поэтому без шансов. Вам нужно обязательно заказать хотя бы какое-то изделие у нее. Мы обязательно прикрепим ее инстаграм-страничку. Открыто занимаемся рекламой. Я вам благодарна. Ну что, перейдем к следующему этапу. Да. Ну, как к следующему? Тут уже есть после обжига изделия, но все равно мне хочется, чтобы вы нам рассказали про печь, как она, в принципе, работает. И, конечно же, задаем актуальный вопрос. В связи с переключениями бесконечными, в связи с нашим графиком, как вы вообще справляетесь, как ваша печь справляется и какие сложности у вас возникают? Очень тяжело. В плане графика я могу сказать, что печка — это сердце моей гончарки, а гончарный круг — это мозг. Мгм. Это вот 2 непосредственно, 2 непосредственно вещи, которые помогают мне в развитии и, в выпуске моей посуды. Мозг и сердце взаимосвязаны в Да, данном да, случае, но все зависит от электричества. да, очень тяжело. Поэтому все вы зависите от Черноморэнерго, так Да. или иначе. В том году я была благодарна Черноморэнерго в плане того, что когда свет выключали, я делала какую-то, работу, которая не нуждалась в свете, на которую я не тратила время, потому что мне было неохота, грубо говоря, этим заниматься, но это актуально в плане продажи. Это Мгм. вот подвески, которые вот там расположены, потом посмотрите. Вот я именно благодарна им в этом плане, что 2 часа не было света, я сидела, их Да. лепила и как бы много сделала. А сейчас, я подстраиваюсь под цвет. Это очень тяжело. В плане почему тяжело? Потому что различная глина, имеет свой график обжига. Мгм. Помимо того, что она набирает температуру печь, есть определенные внутренние программы, которые, вот, допустим, на какой-то определенной температуре должна стоять печка минут 20 или 30. А с учетом того, что у нас, выключают свет, я стараюсь укоротить и как-то вложиться именно в график, который нам дают. И учитывая, что график он небольшой, а минимум печке нужно 10 часов,
Я сокращаю его, и, Мгм. допустим, там, где 30 минут она должна стоять на определенной температуре, я сокращаю до 15 или до 20, и в редких случаях, но бывает, что именно именно за то, что я сокращаю время, приходим к тому, что выходит с браком посуда. Я вижу тут остатки новогодних елочек, вообще, в принципе, и тематических изделий. Ам, На ярмарках как сильно, как хорошо это дело раскупается. Именно тематические работы раскупаются не очень хорошо, потому что людям хочется, вот я считаю, это мое мнение, что игрушки либо какая-то посуда именно к Новому году, она актуальна только на Новый год, Мгм. потому что в дальнейшем наступают другие смены сезона, и людям, мне кажется, не очень хочется доставать именно такую работы и такую посуду. И я стараюсь делать что-то такое смешанное, Ну, более чтобы повседневное, чтобы повседневно, потом да, тоже да. использовать. И я вот делала на Новый год игрушки, это вот в виде елки, в Мгм. виде вот снежинок различных, и посуду также тематическую делала именно в новогоднем стиле. Посуда раскупилась, а Мгм. вот все, что осталось после Нового года, вот вы видите. Сабина, вы прям активный участник ярмарок, которые проходят не только в столице, но и в районах тоже. В последнее время это прям очень актуально. Что вообще ярмарки дают вам, людям, которые там, занимаются своим ремеслом? Что это для вас? Насколько это важно, нужно, полезно в плане, может быть, продвижения собственной продукции, бренда, еще чего-то? И прям вы чувствуете, насколько это стало полезно лично для вас? Хотя у вас, мне кажется, страничка в соцсетях, ну вот в Инстаграме, по крайней мере, она очень активная была и до ярмарок тоже. Я уверена 100%, что ярмарки нужны, и я благодарна тем организаторам, которые проводят эти ярмарки, потому что меня стали узнавать только из-за ярмарок. Ну, плюс-минус они знали, что я работаю с керамикой, но это было так как там минимально, Мгм. и информация не всегда доходила до людей. А когда стали проходить ярмарки, я стала участвовать чаще, и уже на данный момент я могу сказать с уверенностью, что ярмарка дала мне сдвиг в плане развития социального, Мгм. потому что я как домоседка, я мало куда выхожу, и ярмарки способствуют знакомиться с различными людьми, знакомиться с различным творчеством, и люди плюс-минус уже знают, кто я и чем я занимаюсь и что я изготовляю. И моя на данный момент позиция в плане финансов Мгм. именно зависит от ярмарок, потому что я реализую свой товар, грубо Мгм. говоря, и свою продукцию именно на ярмарках, либо на страничках в Инстаграме, Мгм. но учитывая страничку и ярмарки, ярмарки более окупаются. И почему? Потому что людям хочется потрогать, пощупать, какого размера, какой Мгм. формы, а на страничках это вот 2D как бы картинка, и не видно не всех моментов с посудой. Помните ли вы свою первую ярмарку и насколько это было сложно и неловко одновременно, потому что вообще все, что касается продажи, озвучивания цены и прочее, мне кажется, это вот, ну, немножко Да. сковывает, немножко неудобно, и наш менталитет плюс ко всему. И вот ваш первый опыт, какой он был? Насколько он Первая, был удачливый, удачный? Первая ярмарка была как раз-таки на Новый год. Меня сподвигло и стали подталкивать мои родные, почему я сижу, почему я не участвую. И как бы я рада была, что я приняла участие, она проходила на станции ГУМа. И вот на тот момент, грубо говоря, раскрутка моей странички и как бы знакомство, оно увеличилось. Мгм. И не все знали, чем я занимаюсь, когда стала уже более открыто проявлять себя и проявлять как керамистка, люди уже стали понимать, чем я занимаюсь, что это не просто так. А в плане цены тут такой двоякий момент. Хочется заработать, Мгм. и не хочется слышать такую
критику в свой адрес. Типа это дорого. Да. Ой, что случилось дорого? Да. Хотя я вот ставлю по минимальным каким-то оценкам, чтобы люди смогли приобрести и в дальнейшем, может, в подарок, может, себе. Хочется и как бы продать, и заработать. Мгм. Просто есть моменты, которые, ну, свойственно, наверное, нашим людям в плане того, как они критикуют. Я сейчас в этом плане очень тверда, и критика на меня никак не повлияет. Но на тот момент, когда я не знала, как подать свою работу, как подать Мгм. свою посуду, было тяжело именно в плане, как отреагирует на Мгм. меня, и что вот это вот за такую-то определенную сумму. А сейчас как бы я оцениваю свой труд, насколько я себя оцениваю в плане как человека, и плюс-минус ну, цены на товар, Конечно. цены на материалы, Мгм. на вот, ну, как бы учитывая все и свою работу, я стараюсь делать как плюс-минус среднюю себестоимость посуды. Кофе варится в чашках, которые тоже собственного производства. Да, да, непосредственно. И в плане посуды у нас дома у меня либо брак туда уходит, либо то, что мне не нравится, но оно без брака, вот, но мне не нравится. Хотя мои домашние говорят, с ума сходишь и как бы не видят ничего плохого в той посуде, которая немножко деформировалась, поменяла форму или тому подобное. Я в плане работы перфекционист, и мне надо, чтобы все было ровное. Не все, конечно, хорошо к этому относятся, потому что они думают, что моя посуда с магазина. И единственная моя работа выходит то, что я ее расписала. Вот Мгм. цветочек добавила. Мгм. Вот. И именно, ну, как бы, если рассмотреть, я полностью все делаю сама. Это вот в основном взрослые люди. Вот от 45 и более. Они не верят, что я делаю это сама. И вот, ну, как Сейчас бы, они посмотрят наш выпуск и поймут, что Сабина все делает сама. Нет, не то, что мы сейчас пытаемся кому-то что-то доказать, на самом деле, ну, как бы в наше время это уже очень это актуально. актуально, и многие прям заинтересованы в этом деле. Ну, Я я не буду про остальных говорить, я с удовольствием сама периодически, как вот на терапию хожу, что-то вот, какое-нибудь изделие на гончарном круге сделать, а потом это какое-то особое удовольствие пить кофе из своего своего. же изделия. Это Да, прям понимаю. очень круто. У меня дома Поэтому вся посуда это вот моя. возможно. Да. Я маме делала на Пасху формы для выпекания куличей, вот, ну, для этих Ага. пасок. Это было тоже из местной глины, когда я еще успела, когда она еще не трескалась. Мгм. Вот, и все выходит прекрасно, обмазываем просто маслом сливочным, ничего не приклеивается, все ведет себя хорошо, ничего не трескается. И как бы мама довольна, для пирога делали тоже формы, сковородки различные делала, вот именно для духовки, для Мгм. выпекания. Ну, мне кажется, самый ходовой прям товар это кофейные чашки. Да, упор идет на них. Да, кофейные пары. Да. Самое нелюбимое, вот вроде я все люблю в гончарке, но самое нелюбимое это вот делать кофейные блюдца. Почему? С чем это Они связано? очень маленькие, и вроде мои руки тоже небольшие, но удержать вот эту маленькую массу тяжело. Потому что, когда масса побольше, вы можете контролировать, вы можете навалиться весом, и как-то это поудобнее. А когда масса вот такая крохотная, очень тяжело, и вот как-то растянуть эти вот бортики, сделать вот этот вот круг, чтобы она не ерзала. Вот Мгм. это самое нелюбимое. А все остальное я вообще люблю с большой массой работать. Но большая масса, которая в дальнейшем переходит в большую фигуру, Мгм. не всегда продается. Я думаю, самое время за чашечкой кофе поговорить о будущем и о планах на будущее. С утречка чашечка кофе, невероятный вид из окна, в общем, все, что нужно для работы, я думаю. Очень часто творческие люди говорят о неком вдохновении, без которого они не могут творить.
каково это на самом деле, как у вас это все проходит, происходит, в каком настроении чаще всего вы творите? И есть ли такое какое-то особое настроение, или нужно сделать, встаю и делаю? Насчет вдохновения, и вот вы спросили, я даже не об этом не задумывалась. Что-то меня вот чтобы вдохновляло, я бы не сказала. Я восхищаюсь различными вещами в плане процесса работы, Мгм. но это именно процесс работы за гончарным кругом, а именно роспись. Не сказала бы, что меня что-то пока... Может быть, в дальнейшем что-то будет вдохновлять, но сейчас я знаю, что что-то актуально, я знаю, что это людям нравится, мне это нравится, и я это создаю. Я Мгм. не буду делать то, что мне не нравится. В свободное от вашего основного занятия и дела время, чем вы занимаетесь? Чем живете, чем интересуетесь, что читаете, слушаете, смотрите, не знаю. И Есть ли оно, это свободное время, вот плюс ко всему? Если рассматривать время, когда я готовлюсь к ярмаркам, свободного времени практически нет. Я кушаю, сплю и работаю, и больше я ничего не делаю. А когда у меня нет каких-то ограничений во времени, я вообще люблю работать руками. Либо что-то мастерю, какие-то там полки сделаю, либо делаю различные фенечки. Я работала с бисером какое-то время, вязала. Вот мне именно нравится работа руками. Мгм. У вас все равно всегда я прихожу к работе, потому что я знаю, что я могу себя занять именно работой, что даже если я все сделала, я знаю, что есть что-то, что можно сделать в дальнейшем еще. И мне нравится работать именно с глиной. Ну, как бы мне тяжело не было, или как бы я не уставала, я всегда к ней возвращаюсь, к своей работе. Во сколько вы заходите в свою мастерскую и во сколько вы выходите отсюда? Если рассмотреть э, процесс работы другого человека, мне кажется, он встает часов в 7, пойдет на работу, где-то в 6-7 возвращается. Что я себе позволяю, это сон. Вот все остальное могу урезать, но сон должен быть всегда во мне, потому что ясная голова, не уставший вид, а вот силы собираются именно у меня, именно когда Ну, я когда посплю. дома работаешь, все равно как будто бы сбивается режим. Ну, сейчас как бы это ни звучало, я начну работу, могу в 2 начать часа дня и в 2 закончить ночи, потому что я себя здесь хорошо ощущаю. Вот именно каких-то ограничений в рамках работы у меня нет, и что я благодарна, что я сделала мастерскую дома, у меня нет каких-то рамок, чтобы я встала в такое-то время, пошла куда-то в такое-то время. У меня свободный график, я сам себе директор, у меня нет каких-то определенных заданий, чтобы я сейчас прям это сделала, ограничений тоже нет. И Дедлайны не снятся. нет, ну вот именно если затрагивать ярмарки, там-то они снятся. У меня даже были моменты, что вот с учетом графика, с учетом график нашего света, это стресс для меня. Вот, и у меня были много таких моментов, что я просыпаюсь, и у меня сон снится, что я поставила печку, по факту я не поставила эту печку, либо я открываю печку, у меня там все битое или не битое. Вот именно когда торопится подготовить Ага. материал к ярмаркам, либо какому-то либо событию. 6 лет, действительно, это, с одной стороны, небольшой срок, с другой стороны, мне кажется, это уже очень много времени. За 6 лет было многое наверняка, начиная от стрессов, заканчивая какими-то суперважными периодами в жизни, в творчестве. А, Но кто из нас не мечтает о чем-то большем? Кто из нас не планирует что-то большее? Однозначно каждый из нас ставит перед собой какие-то большие цели. Какие они у вас, эти цели, к чему вы идете, к чему вы стремитесь, как вы оцениваете период сейчас вашего творчества, период творчества вашего? Вот, и к чему все-таки вы стремитесь, если говорить о чем-то глобальном? Если затрагивать тему цели, я никогда себе цель не ставлю, потому что я знаю, что пройти вот этот долгий этап к цели для меня лично пойдет, очень тяжело в плане нервозности. Может быть, я там что-то не сделаю, что-то не выполню, и я не ставлю себе какие-то очень масштабных целей. Но все равно хочется что-то
в планах иметь. На данный момент у меня мастерская домашняя, и я реализую свою посуду и свою работу именно дома, либо на ярмарках. И сейчас, вот в этом году я задумалась о постройке магазина-студии, потому что приводить людей и проводить мастер-классы на дому как-то, ну, такое двоякое чувство. Во-первых, это дом, во-первых, это твой комфорт, ты можешь спокойно прийти, какая бы ни была внешность у тебя, ты не паришься, грубо говоря. А если затрагивать тему мастер-классов, людям хочется побыть в комфорте, но я не могу сказать, что для меня будет комфорт, когда они будут дома у меня. Если бы это была бы студия отдельная, где я могу провести мастер-класс, где они себя будут комфортно чувствовать, хорошо проведут время, вот именно хотелось бы построить что-то в виде мастерской-магазина, где я бы могла реализовать свою продукцию. Ну, живете вы в Новом Афоне такого точно нет. Поэтому, мне кажется, в этом плане такой хороший прям потенциал, еще учитывая то, что это курортный город. Да. Я благодарна своей матери, я буду, по-моему, всю жизнь ей благодарна в этом плане, в плане работы, в плане моей поддержки. И на дальнейший год мы планируем как раз построить магазин-студию у нас в Афоне. Это будет на вокзале, это проезжая часть, это где много людей, большой поток. И вот есть место, где мы можем это сделать, и главное не сглазить, да, вот наши планы. И в дальнейшем плюс-минус мы уже 100% будем уверены, что мы ее сделаем. Почему говорю 100%? Потому что меня приглашали в Тамыш, где проходила ярмарка всех творческих людей, всех рукодельниц, которые занимаются именно творчеством на дому, либо же имеют какой-то вот с этим... Ремеслом да, каким-либо. да. И я была удивлена в плане того, что я ни у кого ничего не прошу, и чтобы кто-то позвал меня как мастера или как индивидуального какого-то предпринимателя, я была удивлена. И вот меня как раз позвали организаторы ярмарок на ГУМе Хибла, и мы поехали туда, показали свою продукцию, они в дальнейшем сказали, что нам нужно написать бизнес-план. Да, бизнес-план, подать заявку, и в дальнейшем будет на рассмотрение. Мы все это сделали, и вроде бы нам одобрили эту заявку, и они сказали, что именно ваша тема в плане постройки именно в Афоне мастерской это актуально. В Сухуми есть 2 мастерские, в Афоне нет, в дальнейшем и в Гудауде нет. Я провожу различные мастер-классы выездные, то есть мы привозим все оборудование, материалы, все краски, массы на место, где будем проводить. Но хочется все равно что-то дома, что в своем городе, чтобы не ездить никуда. И мы вот в следующем году планируем постройку магазина. Сабина, действительно очень здорово, что есть такие планы, и я уверена, что это все будет пользоваться большой популярностью. Я вам желаю удачи.